СН, в этом видео я хочу поднять такую тему, как текметчики и халифатчики на службе у Российской Федерации. Что это означает вообще? Как это понимать? На самом деле Россия использует множество разных способов влияния на каждый в отдельности народ. И в нашем случае Россия создала и халифатчиков на нашей территории, и текметчиков. Это все проекты России для того, чтобы контролировать наш народ изнутри. Они могут даже изображать между собой грызню, они могут по каким-то отдельным пунктам быть не согласны друг с другом, но они обязательно все будут согласны в одном, что Россия это якобы легитимный игрок, его присутствие они оспаривать никогда не будут. Они никогда не скажут, что Россия это оккупант. Вот что у них есть общего. Именно по этой причине я считаю, что хрен редьки не слаще. Это одно и то же. Что текметчики, что халифатчики ничего доброго никогда не создавали для нашего народа и не будут его создавать, ничего хорошего они не сделают. Все, что они делают, направлено на то, чтобы отрицать факт оккупации. В любой форме. Они будут разговаривать про историю, они будут дебатировать про то, что какие плохие тенгрианцы, они будут осуждать Европу, там, демократию осуждать, но при этом они никогда не скажут самое главное, что мы находимся в условиях оккупации, что мы народ, который подвергается геноциду, этноциду и лингвоциду одновременно, что на нашей территории созданы условия апартеида, и ни одного алана практически нормального человека нету у власти вообще. Не то что у власти, даже в каких-либо органах мы практически не представлены. Посмотрите вокруг себя, просто возьмите калькулятор и посчитайте сами. Вы можете мне не верить, но вы можете сами все взвесить. Не будьте жертвами, будьте охотниками. Эсен Крещейк.